Рудольф Нуреев в «Белом вороне». Теперь партия Базилия в балете «Дон Кихот». Речь об Олеге Ивенко, а также премьере Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалили, который в эти дни дебютировал на башкирской сцене в Уфе. С подробностями моя коллега Айгуль Усманова. После лестной критики, по-доброму отметившей кинодебют казанского танцовщика, не просто технически достоверно и даже прекрасно воплотившего на экране сценический портрет выдающегося танцовщика 20-го столетия, но и органично вжившегося в образ своего героя, публика, среди которой и родственники Рудольфа Нуреева, казалось, въедливо следит за каждым выходом Олега Ивенко на сцену. Движение, пластика, прыжок. Именно прыжок, вероятно, должен был быть первостепенно важным в досягаемости нуреевского танца. Ведь так называемый прыжок в свободу, выражение, связанное изначально с побегом советского артиста на Запад, стал судьбоносным не только для Рудольфа Нуреева. Он обогатил балетное искусство в целом, изменив его облик. Насколько Олегу удалось воспитать в себе чувство прыжка, ведомо только ему. Есть к чему стремиться. И, конечно же, чувствуется ощущение, его поддержка, когда чем больше ты сближаешься во время съемок, тем больше он у тебя внутри. Поэтому сейчас стараюсь танцевать с чувством присутствия его внутри. Нужно было прожить через себя, сыграть это и показать вам, что он чувствовал, как он, молодой парень, за 40 минут должен был решить свою судьбу. То есть он должен был бросить своих родителей, всех своих близких в Советском Союзе. Вы смогли бы такое сделать? В то время мне бы нужно было бы 50 минут. Но вновь вернемся к Дону Кихоту. Веселая история о похождениях испанского идайга и его верного оруженосца в хореографии Мариуса Петипа и Александра Горского с великолепной музыкой великого Людвига Минкуса радует уфимского зрителя почти четверть века. Это один из 4 спектаклей, поставленных Юрием Григоровичем на уфимской сцене. Счастливый союз патриарха отечественного балета и уфимской труппы будет, возможно, иметь продолжение в ближайшем скором. Все наследие, которое нам передал Юрий Николаевич Григорович, мы бережно храним, и это дань уважения человеку, который является художественным руководителем Нуреевского фестиваля. С его подачи у нас появился Нуреевский фестиваль в Уфе. И, конечно же, его самые лучшие спектакли на нашей сцене – это «Жемчужины», жемчужины нашего репертуара. И мы планируем еще один балет, чтобы появился на нашей сцене. Уже ведутся переговоры, и я думаю, что у нас будет еще один замечательный спектакль Юрия Григоровича на сцене Уфимского театра оперы и балета. Айгуль Усманова, Азамат Мухаметов. Новости Уфа.